Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время самых интересных тем и самых интересных гостей. Я бы даже сказал высоких гостей, хотя эта шутка, наверное, уже надоела моему другу, сегодняшнему, одному из сегодняшних гостей. Это Слава Медведенко, двукратный чемпион НБА, величайший украинский баскетболист. Салям алейкум. Приветствуем всех. Рядом с нами, со Славой, рядом со мной сидит супруга Славы Медведенко, Олена Медведенко. Я витаю. Вітаю. Вот. Кроме того, всего прочего, мы будем говорить сегодня обо всем. Это не только спорт абсолютно, потому что у нас не спортивный, мягко говоря, канал. Вот. Просто я знаю этих людей, как людей, которые все время что-то хотят изменить в Украине. И что-то получается, что-то не получается. Вот. И о нашей стране, о нашем будущем и о настоящем. И будет наш сегодняшний разговор. Я рад вас приветствовать. Дякую, що позвали. Слав, вы с Оленою пошли, когда вот, власть поменялась, Ага. и создалось министерство тогда еще Объединенное. Да, объединенное министерство молоди, спорта и культуры. Культуры, да. Вы пошли со своей программой развития украинского спорта туда, да? Ну, наверное, нельзя сказать, что была наша такая программа, но у нас были наработки, которые должны были потом перерасти в эту вот Там программу. була большая команда. Да, была большая команда, много людей в этом участвовало. Да. У вас, это я должен обязательно обозначить, что есть такая организация, общественная, называется Youth-Sport, ну, Ukrainian Sport, понятно, так я привел, да? Да. Вот, и как раз Слава там президент, а Олена виконавчий директор. Вот. Секретарь. Секретар. Ой, извините. Вот. Мне как-то слово секретарь, это как после генерального секретаря, у меня не очень оно выговаривается, я думал, что я директор. Вот. Расскажите мне про ваши идеи, потому что я знаю, что вот все, о чем мы говорили до все эти годы, когда мы знакомы, вы хотите сделать так, чтобы украинский спорт, перестал быть советским. Ну, Да. как бы совсем, да? Да. И учитывая твой опыт, который просто вообще уникальный, таких людей нет, я скажу, что, чтобы понимали, что в Европе есть 3 баскетболиста, двукратных чемпионов NBA, 3. Это один хорват, один испанец и один украинец, конкретно наш сегодняшний гость. И все время что-то вот в итоге не срастается. Все равно почему-то, наверное, не только в спорте, но ваша эта сфера такая, нет какого-то желания сильно реформироваться. С чем вы столкнулись вообще? Вот Смотри, ну это не только спорт. Мгм. Это вообще в стране такое положение дел. Спорт — это просто следствие этого всего. Ну, посмотри, любую взять сферу деятельности, ту же науку, да что угодно возьми. Вот у нас постоянно вот есть люди, но это же факт, есть исследования, где 30% населения Украины просто ностальгируют за СССР. Вот, а в спорте еще хуже. Мгм. Потому что все помнят, что как в СССР было хорошо со спортом, что вот были какие-то дюи США, что все занимались, спорт был бесплатным. И вот у нас в голове до сих пор сидит в голове такая мысль, что вот спорт у нас бесплатный, что государство должно все там компенсировать. Это как за всё. история про пломбир. Знаешь, зато пломбир Да. был вкусный и так далее, и так далее. На самом деле идиллии тогда и не было тоже. Да. Ты же занимался сам. Да. Но сам факт уже то, что я считаю, что такая хорошая уже пришла черта, и уже мы подошли, как бы коснулись дна, и люди начали понимать, что да, так дальше жить нельзя. В спорте надо что-то менять. Пока что-то никто не понимает до конца. Вот как раз вот этими наработками мы сейчас занимаемся. Мы как раз заказали исследование, то, как спорт влияет на ВВП страны и сколько страна могла бы приобрести, если бы спорт у нас был бы на должном уровне. Подожди, есть такие исследования? Это таких Дослідження буде А. через 2 місяці. Воно вже триває Да. зараз. І ми скоро будемо знати, наприклад, скільки Україна втратить до 2030 року, якщо нічого не буде робити, якщо буде на тому ж рівні фізична активність населення. Ну, зараз є дані, що це близько 17% українців регулярно займаються спортом і фізичною активністю. Тобто це не лише спорт, як А это спорт. критично мало, да? Це дуже мало, тому що в Європі середня це 40%. Якщо брати там країни, які лідери, там Фінляндія, це 80% населення постійно займається
Це мінімум 3 рази на тиждень вони займаються. А что имеется в виду под занимается? Это спортивный зал, это клуб для... Это же разные возрасты, там же это не спорт в таком виде высоких Есть, достижений, звичайно. да? Є просто норми, які, наприклад, там, для дітей це 60 хвилин в день. Ага. Для населення 18 плюс 64 це там 150 хвилин, наприклад, в тиждень. Так? Мгм, мгм. Для 65 плюс це вже інші. Ну, тобто це такі нагрузки, які дозволяють організму В тонусе быть. так, да? так. Тобто, коли вже включається метаболізм, коли не просто ти пройшов там 10 хвилин, а коли це вже прогулянка, яка впливає на твою фізичну активність. А скажи мне, в Америке, Да. это, наверное, Слав, там вообще еще больше цифры, да? Там Ну, активно занимаются Нет, спортом? в Америке, кстати, там 50 на 50. Там получается совершенно другая история. В Америке проблема с ожирением. И вот там или люди занимаются или спортом, или же активно едят бургеры. Вот такая вот вещь. То есть, Це напряму ще пов'язано з страховою медициною. Тобто, якщо ти фізично активний, якщо ти не хворієш, тобі Дешевле страховка. має бути дешевше Мгм. так, Да. страхування. Якщо ти нічого не робиш, в тебе є ризики, тому тобі треба буде більше платити за свою. Ой, это страховку. такая система, которую очень трудно увязать и реформировать. Вот представь себе, у нас же ни страховой медицины, по большому счету, Да. нет. Ничего. это Ну, у нас в колоссальная Конституції реформа. записано, що фізичною активністю, наприклад, має займатися МОЗ. Ще є МОН, який дітьми має займатися, є Мінмолодьспорт. Мгм. Тобто багато інституцій, і по факту ніхто не А займається. по факту тому мы що живем при знаешь- социализме. знаешь, в чем да, до сих прикол? пор. Типа все должны заниматься Мгм. спортом, но на самом деле никто не занимается. Это как у нас, знаешь, написано в Конституции тоже бесплатная медицина. Да. Ну, что себя обманывать? Это все, знаешь, мне кажется, любая власть наша, она боялась сказать правду, что мы уже не социалистическая страна. Конечно. Да, и что надо другие отношения выстраивать и с медициной, и со всем, с образованием и так далее. Справедливую, но другую систему. Потому что когда бесплатно, это ничего нет в итоге. Ну вот, кстати, хочешь тебе такой маленький открою секрет? Вот мы вот только начали делать исследования, и вот в исследованиях, знаешь, какая сумма вырисовывается, сколько Украина теряет от того, что население неактивно Мгм. и не занимается спортом? Ну, можешь так примерно сказать. Ну, я думаю, что миллиард примерно долларов, нет? 7 миллиардов Долларов в долларов год. в год. Как это коррелируется? Вот скажи мне, на чем это отражается? Откуда эта цифра? Это исследование будет, там будет четко описана Ну да, я б методология. почекала, там Да, то есть это я так, знаешь, говорю, Мгм. чтобы на затравочку. Я понял. Ну, это сумма огромная, конечно. Огромная сумма. Огромная сумма. И я же тебе говорю, хотя бы из этих 7 миллиардов там, выделяли миллиард, да хотя бы какой миллиард, 500 там, миллионов долларов на развитие инфраструктуры, на Мгм. то, чтобы люди занимались спортом, активностями разными, то тогда бы было бы совершенно другое и население по качеству, оно было бы и здоровее, и ментально более здоровое. ну, це починається з того, що, наприклад, України там на першому місці серцево-судинні Да. захворювання. Мгм. Колосальна кількість людей просто помирає в якомусь такому віці, коли вони могли працювати, давати економіці, платити А податки. это повязано прямо со спортом, да? напрям- Ну, ну, конечно. на фізична активність. Це не спорт, це фізична Я понял. Ну, активність. если нет физической активности, значит, человек у ларька встречает. так Не, сказать. смотри, есть, Ну, есть спорт исследования. це наркотик, в принципі. Да. Тобто, коли Ну, ти это образ жизни, займаєшся, короче, давайте. да, так, ти звикаєш, і потім ти без цього не можеш. І ти вже не можеш іншим життям жити. Ти не можеш побігти зранку, потім піти там напитися, і ти наступного дня не побіжиш просто-напросто. Тобі буде Вот- складно. Вот ты сказал, что спорт — это своего рода наркотик, но я не сомневаюсь, что Слава так и думает, потому что его Абсолютно. спорт — это вся его жизнь. Да? Но если наркотики у нас доступны, вот идешь, извините, да, Мгм. и написано какие-нибудь там телеграм-каналы и так далее, я уверен, что по-любому вот набери, вот через полчаса у тебя будет закладка лежать у подъезда. Ну, не да? через полчаса, через час. Через час, да. Вот, короче говоря, а чтобы было вот такой же доступный наркотик спорт, да, это должна быть баскетбольная площадка через двор. Пешая доступность. Да, Есть причем такая концепция пешая доступность инфраструктуры. То есть неважно, там это турник, площадка или же какой-то мультифункциональный
комплекс. То есть человек Есть. мимо идет, он все равно это затягивает. Все равно, если есть баскетбольная площадка, там образуется сообщество, которое будет там играть в любом случае. Я бы не сказал, тут комплексное должно быть решение. Вот некоторые страны столкнулись с тем, что они понастраивали спортивную инфраструктуру, а там некому заниматься. То есть Білорусь, наприклад. Да. Все є. Все є. Все Але є. немає такого якогось шаленого, як там в Фінляндії, да. попиту на спортивну інфраструктуру. А в чем причина, кроме тоталитарного режима? Ну, во-первых, должна быть пропаганда здорового образа жизни. И должны быть, ну вот, например, если ты даже хочешь заниматься каким-то видом спорта, то ты должен куда-то прийти, тебе должен быть человек, который, по крайней мере, рассказал тебе об этом виде спорта и показал, как это может делать. Ну, там, ясно, это ты не будешь профессионалом, но, по крайней мере, ты будешь понимать правила и будешь знать, как в эту игру играть. Или там заниматься на турнике, или, например, даже тебе просто объяснили, сколько раз в неделю надо заниматься. Вот Все такое починається должно з быть. школи, з садочку, коли там діти не ненавидять фізкультуру, бо там треба там, човниковий бік Наоборот, пробігти. бегут, да. Да. А там цікаві уроки, які дітям подобаються, вони в нормальних залах займаються. Є якісь шкільні змагання, тобто це не зали там 20 на 20, куди не можна зайти більш нікому. А там, де є там, хоча б мінімальні трибуни, де можуть провести вже змагання між сусідніми школами, школа на школу. Не треба їхати кудись далеко. Просто от робити в містах такі невеликі шкільні ліги, де інші будуть вболівати, будуть батьки приходити. Тобто це така ціла культура, можна сказати. Її треба з самого дитинства плекати. Це вже наше покоління, воно вже майже втрачене. Це треба починати з покоління, яке зараз іде в школу. Ну, Щоб вони через 10 років були активні, дійсно розуміли, навіщо їм це потрібно. Я вот раньше думал, что образец — это Соединенные Штаты. Потому что я там был... Я был Образец в чем? в вовлечении нет. В вовлечении школьников. В доступности и в массовости. Я просто видел эти огромные муниципальные, не частные залы, где и бассейны, там, и хоккейные коробки, и баскетбольные площадки и так далее. Вот, но какая вообще страна, вот какая страна может считаться образцом, который для нас приемлем, допустим? В Канаді зараз дуже класно підходять. Да? Скандинавські країни – це фізична активність, тому що вони там скрізь все життя. Від дітей до там 90+, і вони йдуть, там скандинавська ходьба, звідки ж вона? Вони біжать, ходять, тобто вони цим живуть. В Канаді, наприклад, перестали будувати от прямо в школах там, басейни, да, зали. Це не шкільна інфраструктура, це інфраструктура Муніципальна. так, міста, громади. Зранку там діти займаються, школярі, вони просто приходять туди і вони мають найкращі умови. Шкільний час закінчився, туди приходить громада, місцеві мешканці займаються точно так же. І 24 майже на 7 цей комплекс зайнятий. Там, звичайно, якісь групи є безкоштовні, але є і групи, які платні, тому що з цього все Так має это, кстати, вот эту идею, А Слав, знаешь, почему это? Да. Ну, вот они почему так начали комплексно к этому подходить? Потому что они просто посчитали, что они экономят деньги. Вот, У них упал криминалитет. Мгм. Они поняли, что молодежи надо чем-то дать заняться, чтобы они себя куда-то дели, потому что если они не идут, не занимаются спортом, значит, они идут на улицу и ищут себе на задницу приключения. И они просто посчитали, что им надо платить меньше на содержание полиции, им надо меньше платить потом в будущем за содержание медицины, потому что вырастают нормальные люди. И это такая цепочка выстраивается, которая в итоге в будущем государству приносит прибыль. Ну И вот, вот- это логично, но вот то, что вы делаете в районе, где вы живете, да, я просто Вернее, это видел. Смотри, вернее, я чуть-чуть ошибся. Не государству прибыль, а государство меньше тратит. Тратят, да, но экономят. Экономят. Це інвестиції. Да, Да, но по большому все равно одно и то же. Вот в районе, где вы живете, да, вы построили площадку баскетбольную, которая доступна всем. Причем покрытие такое, что просто, не дождь, ничего. Уже подпортил. Подпортили, да. Вот. Время идет, И нужна построили реконструкцию проводить. школе построили футбольное поле. Я даже боюсь говорить, где это, потому что люди придут смотреть на экспонат. Это поле, лучшее поле в Украине, наверное, с искусственным потрясающим покрытием, где играют дети со школы.
просто. И, ну, Ну вот некоторые специалисты были на нашем поле и говорят, что поле лучше, чем на стадионе Банникова, где играет, ну, где и сборная Украины тренируется мгм. иногда. Так что покрытие действительно очень классное. Ну, во-первых, мы должны понимать, что это, ну, да, как-то, скажем, именно в этом проекте я послужил каким-то коммуникационным мостиком между школой, мной, Реал Мадридом и Эпицентром. И получилось так скоммуницировать людей, что это выросло в классный такой проект, где занимаются дети и получают уроки спорта, занимаются психологией, английским. Слушай, а Реал, это просто пример такой, у них принято так, да? Большие клубы, они помогают даже другим странам что-то делать. Опять-таки, это инвестиция. То есть, когда, знаешь, это все зависит от достатка. Когда клубы уже получили какой-то большой капитал, вот я вижу, что Шахтер так у нас начинает таким же путем идти. То есть они начинают инвестировать в социальные проекты. Они понимают, чем больше ты инвестируешь в социальные проекты, то потом в будущем эти дети вырастают, идут болеть за эту команду. Они покупают атрибутику клуба, Ну, это они вообще это покупают на 20 лет билеты. вперед называется, думаю. А так это работает. Это так работает. То есть ты инвестируешь в детей, в социальные услуги, в социальную сферу, и оно потом тебе со временем отдается. На тебя вот, кроме спортивного опыта в Лейкерс, ну, я напомню, что Слава Медведенко играл в Лос-Анджелес Лейкерс в один из лучших периодов этого клуба. Это просто, конечно, то есть это историческая вещь. Для меня это были иконы когда-то. Я баскетбол любил, несмотря на свой такой рост. Вот. Но, а вот кроме спортивного опыта, организационный опыт какой-то оттуда можно брать? Вот как они Конечно. работают со своими, как клубы работают? Ну, например, баскетбольные. Ну, я же тебе говорю, в клубы это их обязанность. Они, понимаешь, это постоянный коннекшн между игроками, клубом и твоими фанами. Ты Мгм. постоянно должен как бы дать им пищу, чтобы фаны тебя любили. Ты постоянно выстраиваешь имидж, постоянно клуб делает какие-то социальные ивенты. То есть То это не есть только пиар, такой голый пиар, но и нет, что-то еще нет, практически. абсолютно нет. Ну как можно назвать голым пиаром, когда клуб делает акцию, чтобы, ну вообще клуб, лига делает такие акции, называется Read to Achieve, читай, чтобы достичь. То есть они понимают, что дети стали мало читать, и они показывают, они делают, они дарят книги, они показывают, как игроки читают эти книги. И потом, вот я, например, в этом участвовал. Когда я приходил в обычную школу, американскую школу, Мгм. и детям было дано задание выучить, прочитать об Украине, какие там блюда в Украине, какие музыкальные там Мгм. инструменты. Ну вот об Украине, и потом я вот прихожу, и они мне То есть они рассказывают. готовились к тому, что украинский баскетболист придет к ним в гости. Да, 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 да. И это, я же говорю, это социальная такая вещь. И вот многие клубы, ну не многие, я бы сказал, все клубы в NBA, они занимаются со своими ближайшими в своем ареале, где есть клуб, они обязательно должны быть социальными. Они идут в школы, они идут в университеты, они кормят даже иногда без хатченки. Тоже такое есть. Мгм. На Thanksgiving они раздают бесплатно еду, турки и все тому подобные вещи. И так вот складывается позитивный имидж о клубе, При том, о что это игроках. частный бизнес, абсолютно никак не связанный с государством, ни с кем. Смотри, в Америке уже давно пришли к тому, что бизнес должен быть социально ответственный. Мгм. Они понимают, что если ты заработал Делись. что-то, ты должен дать и инвестировать в общество. Потому что если ты не будешь инвестировать в общество, то твоя компания просто исчезнет там через 5 лет. И они это четко понимают. Это есть каноны. Они должны быть со своей громадой, со своей комьюнити. Вот где вот они продают свою продукцию, они, значит, должны там быть. И вот многие считают, вот американцы там такие-сякие делают скидки. Нет, они очень прагматичные люди. Они знают, что лучше здесь я должен сделать скидку, здесь пусть лучше я здесь немножко проиграю, но потом в будущем человек будет ко мне лояльным, и он у меня не одну покупку сделает, а сделает 10 покупок.
Ну, тут такой момент. Там в кожній компанії є фонди. Просто Так. треба подивитись, не всі знають, що це фонд там тієї компанії. Мгм. Але якщо зайти на сайт і почитати їх візію, місію, в кожній майже великій компанії є фонд, у якого є свої програми якісь. І, наприклад, багато американських фондів і Україні надають кошти, не лише там Мгм. урядові, так, а є приватні Да. компанії американські, які в тому числі і Україні надають допомогу, якщо ти звернешся. Вони не приїжджають, не дають гроші, але якщо ти знаєш, що є там у них фонди, ти можеш написати, подати заявку і просто з Америки отримати кошти. І в Україні розвивати там якийсь напрямок. А вы этим занимаетесь? Ну, смотри, ну вот опять-таки, если мы вернемся к Реал Мадриду, это Мгм. отделение, это фонд Реал. Подожди, казалось бы, да, вот просто зрителям, где Реал Мадрид и где у них, Киевский район? У них сколько? школа. В 64 или 68 странах такие проекты. Вони постійно так збільшують мапу. По всьому світу є такі школи. Они нашли здесь социально ответственную компанию Мгм. «Эпицентр», Мгм. которая, опять-таки, тоже сделала фонд, Мгм. и которая помогает таким путем. А что дает сам Реал? Они дают методологию, Мгм. а у них отдельная методология. То есть это не то, что ты приходишь в нашу США и ты там тренируешься на результаты, на медали. У них совершенно все по-другому. Работа с детьми именно. У Ну, них- по-перше, дівчатка і хлопці, вони разом займаються. Немає цього Да. розділення. І це дуже класно. От, Серьезно? так. Да. Тобто це не про спорт, це про фан, про те, що діти приходять там 3 рази на тиждень, займаються, і їм це подобається. Плюс додатково вони працюють з психологами і вчать англійську мову. Це Да. все безкоштовно, це все. А что это английское? Почему не испанское? Ну так, я не вот- знаю. вот Можливо, так вот. буде ще іспанська додаткова, але ну от Да, ну просто английским много разговаривают. Хотя испанским тоже очень много. Раз еще, кстати, вопрос, кто больше. Ну, испанское це третя мова у Ну, світі. да, Напевно, так. да. И вот такие вот, ну знаешь, мне, например, приятно, что у нас вот большие компании приходят к тому, что они должны быть социально ответственными и вкладываться в детей, и где помогать детям. Вот смотри, теперь вопрос немножко про школы, Мгм. про обычные школы, про обычных людей. Вот я, наверное, не погрешу против истины, Олена. Я еще скажу, что твій чоловік – це легенда спорту. мабуть. Ну, не, ну правда, это очевидно так, что просто, ну, я не знаю, когда еще у нас будет двукратный чемпион НБА, наш человек. Ну, что, ну, может, будет. Не, все может быть, но это сложный процесс. Это не просто так стечение обстоятельств, усилий, там, всего остального прочего, да. Вот. Вот как часто говорят, звонок там из районного управления образования, со школы, какой-нибудь организации, придите мастер-класс нашим детям по баскетболу. Потому что если бы я был вот подростком, Мгм. и такой человек пришел, ну, наверное, я бы играл там просто с утроенной силой, я бы от этого кольца не отходил. Ну, смотри, я, с одной стороны, рад, что мне никто не звонит с управления спорта там или еще кто-то. Мгм. А с другой стороны, это, конечно, колоссальная недоработка города и государства. Но я рад тому, что меня приглашают частные клубы уже, частные детские клубы. Своим детям. Да, Мгм. своим детям. И вот то, как ты говоришь, что вот приди, побеседуй, расскажи, как ты этого достиг, может, дай какие-то рекомендации. Але це звичайні школи. Ну, тобто це Мгм. клуби просто в звичайних школах. Да. Це ж не те, що там якийсь суперклуб. Ні, це Да, дитячі клуби в школах, там Києва, он в Харків дзвонив. Да, люди стали Запрошивали. самоорганизовываться, сами начали создавать эти клубы. Вообще я считаю, что клубная система — это вот тот вот такой будет прорыв в нашем спорте. Вот когда у нас люди начнут самоорганизовываться в клубы, вот массово, не единичные случаи, сейчас это единичные случаи, но они показывают, что эти случаи очень успешные, что там много детей, они там тренера зарабатывают больше денег, они лучше существуют, Слушай, а они вот когда качественные услуги. Когда дают. есть такая проблема серьезная, мне просто многие рассказывали и по хоккею, там, и по баскетболу я не помню, футболу точно, что тренер сейчас, получая мало денег, ну, в государственной школе, Так в любой, он уже смотрит, как ему выживать. И вот у него есть там основной состав, а вот есть богатенький ребенок богатых родителей, но играет он хуже,
Но при этом папа говорит, ну, я вот дам денег на поездку, дам тебе на зарплату дополнительно. Я в этом ничего плохого не вижу. Ну, как ничего плохого? Если талантливый ребенок Нет, по блату не ну смотри, да. пролетает, Не, ну почему Ні, пролетает? Не, якщо говорити про Ні. там збірну, що там в збірну беруть, а якщо Да. це просто клуб, де там і так 20 дітей, вони всі їдуть, в принципі. Ну, Нет, я про другое, может, я неправильно спросил. Но, в общем, по блату можно попасть в основной состав за деньги. Нету такого. Потому что Ну, тренеры смотри, мало зарабатывают. Нет, в Нет? спорте это не работает. Мгм. В спорте вот ты можешь попасть в команду, там, но вот в основной, чтобы ты вот был самым основным и как бы играл, такого не будет. Потому что вот спорт единственная сфера, где деньги не играют роли. Вот когда ты вот вышел, вот простой пример. Вот ты вышел, стал на беговую дорожку, 100 метров. Ну да. Вот сколько ты не заплати. Ну, естественно, там, если ты Мгм. там заплатил тому самому лучшему игроку, он просто сдался. Но если вот все по-честному, ты вышел, и тот, у кого там мешок денег, а тот, и у которого нету, выиграет кто? Кто быстрее, кто тренированнее. И вот спорт — это та сфера, где деньги не играют такой роли. Мгм. А коррупция в спорте есть? Или Конечно, если есть, то в чем она? Это в разных вещах. в радянських званнях, там, ну, Звания, там где-то какие-то там тренера обычно что-то шаманят. В основном, смотри, наживается на спортсменах. Мгм. Ну вот вокруг, вот коррупция где? Не в самом вот спорт, где вот ты вышел и там играет. Очень редко. Там бывают, конечно, там какие-то договорники, но они в такой массовости не имеют. Но вот все, что вокруг спорта, поездки, проживание, питание, это вот здесь вот нечистые на руку там чиновники там, или еще кто-то вокруг команды, которые могут пощупать деньги, они пытаются где-то... Ну, там там- намагається, їде 10, а по документам Ну, я понял. 12. Да. Ну, то Ну, есть, это распил госбюджета. правильно понимаю? да. Мгм. Але якщо спорт це має бути в ідеалі, так, громадянське суспільство, де всередині ті, хто там всередині є, вони контролюють там батьки, тренери, це все одна Но если така ты сам спільнота. платишь и можешь Да, контролировать, наверное, этого не Там, будет. там Ну, вже да. особливо не вкрадеш, Смотри. всі розуміють, скільки їде, Ну, да. куди, навіщо, звідки ці гроші. Тобто воно саме регулюється. Вот когда частный клуб, не ДЮСШ, который, когда госбюджет, Мгм. а когда частные клубы и родители платят, ну, например, все понимают, вот есть классный, талантливый пацан, но он не может платить за себя. Там, ну, вот такая вот сложилась ситуация жизненная. Там или родители мало зарабатывают, или сирота, там, или еще что-то. Насколько я знаю, вот все эти случаи, родители сбрасываются, чтобы этот ребенок поехал, и он играет в основном составе, потому что он дает результат. Мгм. И вот такое вот есть. И как бы я не вижу в этом ничего плохого, что, например, если у ребенок менее талантливый, но он в команде, и родители могут, например, заплатить, чтобы поехало там не один человек, а поехало еще 2-3 человека, которые не могут за себя заплатить. Это хорошо. Но у нас, знаешь, самое страшное, что вот мне вот категорически не нравится, что вот у нас все говорят, что спорт бесплатный, Мгм. и вот все. Ну, как медицина. И потом приходят и говорят, дайте нам денег, потому что мы хотим туда куда-то поехать. Когда, например, из бюджета дают, надо, например, 10 тысяч, из бюджета дали 5. И как бы родителям, хочешь не хочешь, надо скидываться. Там, или, например, дали на еду на там, 200 гривен. Что ты можешь на 200 гривен там покушать? 1-2 раза, а когда спортсмену, ребенку надо кушать 3 раза, и причем кушать хорошо. И все равно эти идут доплаты. Поэтому мы должны перестать сами себя обманывать и говорить, что вот спорт бесплатен, и просто наладить все процессы, дать возможность нормальным клубам работать, нормальным тренерам работать, совершенствоваться, и дать вот эти вот механизмы. И тогда у нас будут очень А большие... сколько должен тренер зарабатывать на уровне спортивной школы, например, спортивного клуба? Ну, во-первых, в каждом городе по-разному, потому что в Киеве, например, за 10 тысяч Ну, понятно. это так. Ага. А, например, если это в каком-то регионе, то 10 тысяч — это достойная зарплата. Мгм. И тут все достаточно относительно. Насколько пессимистично или оптимистично вы смотрите на, ну, хотя бы даже вот олимпийские виды спорта? У нас на самом деле не очень хорошие достижения ни в зимних видах, ни в летних сейчас. Ну, Но вот, кстати, вот этот
вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, в принципе, сейчас уже ж динамика понятна, что Украина зарабатывает меньше золотых медалей, вообще Мгм, любых мгм. медалей любого качества на Олимпийских играх и вообще на чемпионатах мира и Европы. И вот именно вот здесь вот все начинают понимать, что что-то в этом механизме уже поломалось, что вот эта совдеповская система, она уже не работает, что надо совершенно по-другому смотреть на эти вещи. И вот, к сожалению, динамика нехорошая. Ну вот смотрите, вы пришли в министерство, потом его реформировали опять, разделили, отделили. Да? Вместо вот этих перестановок мебели я бы хоть раз увидел, чтобы есть какая-то последовательная программа, и мы понимаем, что мы делаем 5 лет, через 5 лет. Да? Мне кажется, вы сами уже устали от смены министров, от этих всех. Ну, как бы же профессиональное сообщество. Краще Такое, да. 10-12 Ну, років. конечно, да. Розуміти, куди Да. країна йде, а Да. так, ну, Ну, к сожалению. ми кудись йдемо, куди ми не знаємо. К сожалению, это эволюция. Я же тебе говорю, что вот понимая все эти процессы, которые сейчас происходят, мы решили пойти в долгую, не короткие какие-то изменения, а вот именно действительно заняться исследованиями, заняться статистикой, чтобы это было конкретно, ну вот, я же говорю, если мы говорим, что Украина теряет в год по 7 миллиардов, то это должно быть обосновано, должны быть цифры, должна быть какая-то методология. Слава, И тогда, но вы все когда равно не чиновники. Вы это не... А ты не сможешь уже, ну когда у тебя ляжет на стол документ, и там будут цифры. не смогут проигнорировать? Ну Да конечно, ладно. ну а как? Ну как? У нас профессионалы игнорируют. Ну профессионалы, ну окей, ну Ні, ну, сейчас... зміни підуть в нашій країні лише коли це буде знизу така потреба. Мгм. Якщо її немає, то ти там зверху якого чиновника не посади, чемпіонів олімпійських, неолімпійських, все одно система працює. Хорошо, а вот как вот работает ваша громадская организация, вот это Ютспорт? Чем вы занимаетесь вот, каждый день с утра до вечера? Мы? Ну мы, во-первых... Ні, ми не смотри, професійна громадська У організація. нас, Ми во-первых, об'єднання, Я же говорю, громадская да, организация. об'єднання небайдужих, які і десь ще працюють. Мгм. Там всі, ну, наприклад, і там президенти фірм, і там директори спортивних клубів. То есть вы Тобто туда объединили и бизнесменов, Так. и... всі, хто пов'язаний Ага. з спортом, хто переживає за Ага. спорт, і кожен має свої компетенції. Хтось в будівництві спортивних споруд, хтось в маркетингі, хтось там, наприклад, там, клубною системою займається саме на рівні федерації. Тобто абсолютно різні люди, які мають різні компетенції, і кожен бере той напрямок, який йому близький, в чому він розуміється, і ми так потрошку своїми силами залучаємо там партнерів, залучаємо кошти там, на дослідження, там, замовляємо дослідження, там, наприклад, соціологію ми не можемо зробити, ми беремо професійну компанію, яка зробить соціологію, яка буде дійсно там, відповідати всім. Вот у меня такой простой, тупой вопрос. Вы в спорте профессионалы. Ты как спортсмен-организатор, Лена як организаторка. Почему такое сопротивление системы вот этой, что тебя не приглашают на спортивные должности какие-то, да? Потому что тебе, в принципе, ты же не будешь на этом наживаться. Абсолютно, ты совершенно другой человек. Почему тебя не приглашают? Почему у нас руководят спортом люди, у которых вот нет этого шила в одном месте, да, если так выражаться? На самом деле простой вопрос, простой ответ. Никому еще уже Лена сказала, что инициатива должна быть снизу. Ну вот она есть, инициатива снизу ваша. Ну, значит, нету критической массы. То есть люди, вот я же почему говорю, что мы играем в долгую. Люди должны понимать, вот когда ты поймешь на цифрах, что государство теряет и что теряют люди, вот тогда они начнут задумываться и захотят этих изменений. А сейчас, ну, по крайней мере, те люди, которые руководят этими процессами, ну, во-первых, ну, наверное, они не до конца понимают, что надо делать, а второе, это их устраивает такое. Знаешь, что еще? Я вот видел, правда, по другой отрасли чиновников, по другим отраслям, не по спорту, но я вижу у них в глазах одно. Вот они приходят в правительство, они же понимают, что максимум, что они там могут просидеть, это 2 года. Ну, скорее всего, год. И вот он сидит такой. Это же не ваша жизнь, которая вся этому посвящена, ну, вся вот с молодости. А он такой, ну, сейчас я сижу,
Через полгода я не сижу тут. Нет планирования дальше года. А что таких людей ожидать? Или хотя бы должен быть, знаешь, при Министерстве спорта, как оно там ни называется, какой-то совет общественный, где должны люди не меняться, где должны быть спортивные авторитеты, организаторы, там, не знаю, спонсоры, кто угодно. Ну вот была идея такая, Ну, в я же принципе, говорю, да. объединенного министерства. Там, в принципе, Мгм. должен был быть директорат, как, в принципе, орган, который планирует на какое-то количество лет вперед. Ну, видишь, она получила такое отпор, сопротивление, и там сразу побежали к президенту. Но тут, наверное, да, в нашей стране, наверное, только президент может начать какие-то реформы. Потому что все остальные институты, они, к сожалению, понимают, что они здесь ненадолго. И поэтому начинается вот это вот, знаешь, как говорится, быстрые победы. То есть никто не хочет играть в долгую, все хотят быстро какой-то результат получить. А ты же сам понимаешь, ну можешь ты там быстро что-то получить, а это накапливается. А должна быть стратегия. Надо смотреть дальше, за горизонт надо смотреть. Вот когда Ну, ты... системні зміни швидко. Ну, Да. смотрите, вот ты говоришь, Слав, что президент, а у вас есть возможность до него хотя бы дойти и Ну, что-то предложить? У нас были встречи, наш представитель встречался с президентом. В принципе, ему наши, ну, не могу сказать им за него там, или Мгм. еще за кого-то, в принципе, воспринимает наши идеи позитивно. Насколько это дальше будет идти, это уже другой вопрос. Поэтому я же говорю, мы, например, как организация «Юспорт», мы играем как бы в долгую. Мы хотим основательно зайти, сделать исследования, чтобы всем были понятны, чтобы мы не просто так рассказывали, а уже было понятно в цифрах. А у вас организация общеукраинская или вы только Да, в Киеве? общеукраинская. Да? И, в принципе, любой человек, который услышит, увидит эту программу, да, он может как-то с вами связаться и предложить что-то, сотрудничество. У нас такое. вот на финишной прямой уже разработка сайта, там есть информация, и, в принципе, и так как бы люди к нам по чуть-чуть присоединяются. Да. А какие виды спорта у вас особенно? Или это вообще Ну, да неправильно у понимаю? нас все виды спорта на самом деле. У нас тут, ну, тут же не то, что мы же не концентрируемся на каком-то определенном виде спорта. Мы концентрируемся даже не на спорте, а на физической активности. Потому что тут надо понимать, ну вот смотри, даже я, с чем столкнулись тренера, которые работают в моей академии, то, что набор детей пошел уже, ну вот они вот все время жалуются, вот дети пошли не те, они не умеют бегать, они не умеют прыгать, там и всякое тому подобное. То есть, а вот в СССР там вот было легче набирать, там пошли пару школ, обошли. Потому что во дворах бегали. да, Была другая наверное. система. Я ж поэтому говорю, Интернета не было. Да, дітям не було стільки Слушай, ты правда говоришь, что навколо. прыгать не умеют дети современные некоторые, Ну, есть такое встречается. Вау. Ну так многие же не ходят на уроки физкультуры. Просто, І во-первых, щоб зрозуміти, в чому проблема, я не знаю, так спробую Мгм. показати. От там є умовно там, 6 років, коли там найбільше дітей починають там, займатися якимось видом Мгм. спорту. От, ось вони, так? І так до 14, 16, 20, там, 30, все менше люди десь зникають. Тобто вони займалися спортом в Мгм. якомусь віці, а потім там, в 30 вони вже не займаються. Вони десь зникають з цієї системи, так? А вони мають все життя займатися спортом. Їх все менше, там до 80 майже вже ніхто не займається. І є от всередині саме спорт, так? Це там 10 тисяч людей на всю Україну, які там займаються спортом, які там дають якісь Ну, это спорт высоких достижений. так, Професіональний спорт, спорт, ну, ну, не Это професійний. скорее шоу, спорт плюс шоу. І це Да. такі маленька кількість людей в цих там 40 мільйонах українців. І от на них витрачається там 7 мільярдів гривень на рік. Мгм. А тут особливо ну, там, в шкільну інфраструктуру вкладають, трошки, не знаю, зараз почали вже активні парки робити. Але ось ця кількість населення, вона не має змоги займатися, і вона десь зникає в якийсь момент. В них немає можливості все життя, і немає звички спочатку з дитинства такої активної, так? І немає можливості займатися спортом, от прямо хочу, піду. І завдання держави зараз, щоб ось всі ці 40 мільйонів
на протязі всього життя мали Що-небудь, можливість да. займатися спортом. І фінансування на них теж виділялось так само, як і на цю маленьку частину. Слушайте, Цих ну вот спортсменів. кругом же частные спортзалы, да, качалки там. Ну, это вообще идея. Ну, зараз, отдельная наприклад, история. Да? близько 2 мільйонів українців там займаються в фітнес-центрах різних, Мгм, так? мгм, І мільйон, це близько Мільйон. Да, мільйон. мгм. І під час пандемії, ну, те, що кажуть фітнес-індустрія, що близько 30% клієнтів, вони зникли. Ушли и не вернулись. Так. Да. Да. Мгм. Ну, тобто зараз дуже такі Но, історії если честно, переживають. вообще это мало. Так в абсолютных цифрах это Ну, очень. конечно, мало. Это Але же- це найбільше, що виросло от за часи незалежності. Це прям така індустрія потужна, яка паралельно з спортом Мгм. виникла в Україні, і вона розвивається дійсно. Но это можно считать вот тоже спортом? Так, Ну, для так. людей, Це ну, фізична конечно. активність. они так. же ничего там, да, ну физически. Они, кстати, очень успешные. Ну, как, они очень успешные, ну, я имею в виду в своей сфере. Мгм. Они вот занимаются, люди к ним приходят, они на этом даже зарабатывают. Это, кстати, тот момент, когда говорят, что спорт не может генерировать доходы. Ну, у нас есть примеры, когда спорт может генерировать доходы. Просто надо спорту создать условия для развития, чтобы можно было генерировать это. Ну, конечно, я думаю, что и тебе ближе всего, конечно, игровые виды спорта. Ну, баскетбол — это лучшая игра с мячом, однозначно. Это я знал из до знакомства с тобой. Ну вот знаешь, вот, кстати, почему, вот в чем такая наша беда нашей страны? Потому что именно командные виды спорта дают вот эту социализацию и работу людей плечо к плечу. И почему вот в Америке, например, развивают именно командные виды спорта? Потому что, посмотри, у нас даже все медали, которые были завоеваны на Олимпийских играх, по сути, это индивидуальные виды спорта. Да, в основном так, да. Там практически командных видов спорта нет. И вот посмотри вот на нашу страну. У нас все индивидуалисты. Все классные, крутые, умные, но никто не умеет друг с другом работать. Вот как раз вот командные виды спорта, вот это вот позволяет развивать вот эти качества, работать вместе, работать Ну, вообще в ты команде. копнул глубоко, я сейчас Это так ролевая задумался. игра. Да. Так і Да, є. так и Так во есть. всем, и в политике, пожалуйста, тебе. Так и чего есть. угодно. Ну вот наша страна, это, знаешь, такие индивидуалисты. И вот посмотри, везде. Да вон возьми Верховную Раду. Все классные, крутые, там олигархи посколачивали денег, как бы индивидуально они прикольные. Ну, это реально достижение, когда бизнесмен смог заработать себе какие-то деньги. Неважно там, какими путями. В нашей стране тяжело заработать это все легально, но тем не менее, они туда пришли, они индивидуальные, как индивидуумы, они уже сложились там в каких-то своих сферах. Мгм. Но в команде у них большие проблемы. Хорошо. Есть страны, где есть преимущественно виды спорта командные, которыми они занимаются. В Америке это баскетбол, в первую очередь, командный вид спорта, да, бейсбол. У них много. Это вообще не пример. Там есть все в Америке. Там все да? есть. Но, окей. Допустим, в Австралии есть австралийский футбол, который... Ну, то же самое, баскетбол, классная игра. австралийский футбол, там... Есть, короче, американский футбол, то, что мы забыли. Ну, Это- смотри, вот давай, вот знаешь, это такой маркер, опять-таки, это моя теория. Ну, вот самые успешные страны, давай возьмем. Англия, Ну, футбол, регби. регби, тот же баскетбол. Мгм. А потом уже идут индивидуальные виды спорта. Кстати, да. Америка то же самое. Америка то же самое, Австралия то же самое. Кого? Италия? Да, Тоже командные виды спорта. Понимаешь? да. Ну, многие, вот смотри, многие ставят в пример, что бегом занимается больше, чем командными видами спорта. Да, я согласен. Даже те, кто занимается командными спортами, занимаются бегом, потому что, чтобы повысить себе функциональную выносливость, тебе что надо делать? Бегать. Вот ты бегаешь, как бы все бегают. Но вот именно вот основную такую роль, основные, где вот страны занимают в командных зачетах лидирующие позиции, они, как правило, успешные вообще и экономически. Кстати, насчет американского футбола я вспомнил, что почему он, говорят, такой популярный в Америке. Это как я версию читал американскую, что это вот как продвижение на Запад у них было, вот как бы 10 ярдов, 10 Да, ярдов, да, 10 я ярдов. слышал. Им понятно это американцам, да, Да. что вот как их нация там осваивала новые территории и так далее.
А скажи мне, какой спорт, скажите мне оба, какой спорт наиболее из коллективных, наиболее соответствует украинскому менталитету? Из командных в Да. смысле? Ну, чего тут? Ну, тут можно просто взять статистику. Футбол, первое место, баскетбол, волейбол, и там уже все остальные. Но почему у нас не так популярны такие виды спорта, как регби, американский футбол? Они у нас исторически никогда не культивировались. Почему? Они же культивируются в тех странах, где они были исторически. Англия это историческая как бы родина. И вот он там культивировался. Ну, От. де грати? Це треба там футбольне поле перемалювати, Да. там власник поля. Ні, я не буду цього робити. Краще я вам не буду в оренду здавати. Ну, вона так у нас і є. Ну и смотри. Краще хай стоїть, заростає травою. И почему, например, вот у нас футбол, баскетбол, волейбол? Для футбола минимально надо. Ты поставил, бросил 2 рюкзака, тебе надо мяч, ты уже играешь в футбол. Неважно, там какой. Баскет уже сложнее. Да? Ничего сложнее. Ты Ну. повесил какое-то кольцо, неважно какое. Тебе даже не надо асфальта. Ты можешь даже просто на какой-то утоптанной земле просто играть, бросать. Все. Волейбол, что натянул сетку, уже играешь. И поэтому, знаешь, это такие социальные, как бы, ну, естественно, там потом наступает зима, осень, надо переходить уже вовнутрь, куда-то в зал и там тренироваться. Но в принципе, как бы, поэтому у нас оно более-менее сносно культивируется. Почему? Ну, хокей в Ага. нас раніше, 100 Ну, років да. назад, хокей реально на Західній Україні він дуже Да, культивував. от Потім це це ж фільм. зникло. Потом пропало. Фильм «Юки». Мгм. Взагалі, Ой, одні з прекрасно. перших клубів були там на території Львова. Ну, це було ще Да. там. Спасибо тогда за совет, который вы мне дали посмотреть фильм «Юки» документальный. Очень классно. Мы об этом не задумываемся, а так бам, главный хоккеист человечества — это украинец. Извините, Уэйн Грецкий — это украинец. Так и А есть. причем это как Пеле, да, хоккейный Пеле. Просто, Да. ну, культ его в Канаде и так далее. И еще плюс 30 или 40, я уж не помню, сколько там. Там, да. Только Кубок Стэнли, который держали в руках, да? Да. Это ли не гордость? А у нас хоккей, ну, даже не хочется вспоминать. По идее, тут должно быть Рубилова. При таких кумирах, при таких... Это тоже просто... Кто бы взялся это развивать, это есть на кого смотреть. Ну, опять-таки, принципе. тут все связано, наверное, с глобальным потеплением. Озеро стало плохо замерзать, и можно только зимой поиграть в хоккей, а летом уже негде играть. Знаешь, ну, тут. Поэтому у нас тяжело Да, культивировать. ну, подожди, в Канаде украинцы как-то играют, а у нас как-то нет. Так там холодно, там холоднее, чем у нас. Да ладно, Ну, конечно. ну чуть-чуть. Но это Ну, северная страна. Набагато. Там Мінус что, да. 30 Они там. все играют в закрытых помещениях. Что Ну, вы тут ну, рассказываете? это другое. Да. Вот это вот другая тема, что там катки практически при каждой школе и практически в каждом городе. Это другой момент. Тут связано уже вопрос с инфраструктурой. Но тем не менее они культивируют. Это исторически, это, ну, опять-таки. Ну і все від ВВП залежить. Тобто це все в гроші. Смотри, баскетбол, да, вот в каждой школе был советской. Ну, при всех минусах, но он был, да? Ну, не в каждой, но Но был. Почему Украина и климат подходящий? Ну, в Литве холоднее, например, да? Почему я Украина не скажу, стала почему. великой баскетбольной державой? Ну, по одной простой причине. Нет инфраструктуры и отсутствие кадров, которые могут воспитывать людей. Вот и все. У нас даже, скажем не так, у нас какая-то инфраструктура есть, ну вот в школах, Мгм. но в основном залы нестандартные. То есть проводить в них соревнования ты не можешь. Ну, примерно так. А что, ну, если мы берем Литву, почему в Литве? Мгм. Ну, потому что, во-первых, там это культ, куча тренеров. И если сравнивать по инфраструктуре, по баскетбольной инфраструктуре, ну, это просто небо и земля. Так там через каждый двор. Я ж Да, всё начал, какие баскетбольную залы площадку. у них? Они сейчас понастраивали такие залы, что это, ну ты просто не можешь не играть. Это же не самая богатая страна в мире, Литва. Ну, есть же, тут же, опять-таки, ставится сначала цель, задается цель, а потом мы ищем, как реализовать ее. Вот у нас никто не ставит этой Слушай, цели. вот она в чем проблема. Можем миллион раз обсуждать, тут ведь часами сидеть, да? Но нет дорожной карты. Вот и все. Ее нет до сих пор ни Нет, на уровне ну, государства. даже для дорожной карты надо просто определиться, какую-то стратегию сделать. Вот я же говорю,
это даже вот мы вот, например, миссию как Юспорт видим, что мы должны показать вот это вот, Что можно делать? что можно, да. Ну, як ці змагання по всій Україні запустити, щоб це постійно діти їздили, постійно Ну, змагались? ну вот смотри, Це мають бути в кожному регіоні якісь певні види спорту, які там це буде система. Ну, то есть не Вот. только наши даже допустим, спортсмены готовятся к Олимпиаде, уезжают на сбор в Австрию, там куда-то, да? Ну, коли Даже в нас бурлить страна нещодавно, сама по себе. Конечно. Да. роки 3 назад, чемпіонат України був по легкій атлетиці проведений в Греції. Это вообще как дно, Чемпіонат как, України. Ну, бо Да. тут не було де. но опять-таки я же говорю, что инфраструктура это не панацея. Я же Нет. говорю, можно понастраивать этих всех залов, но не будет в нем кому В тренироваться. общем, это должно, по идее, расти природно, да? То Так. есть от Конечно. необходимости... Спочатку тут, да. у людей, потім Ну, запит, потім, осознательно. коли держава бачить, що є багато бажаючих, а мало залів, і тоді вона може будувати. А просто побудувати зал, туди люди не прийдуть, якщо вони не знають, що вони туди хочуть. Ну, смотри, тут же тоже такой момент сейчас. Вот в Киеве просто залы забиты. Просто забиты. Какие залы ты имеешь? Все. Спортивні. Все. А то есть недостатка помещений уже сейчас? Конечно. Ну, Київ Конечно. дуже Да, велике в місто. обычных школах там просто забиты, там просто люди туда через окна залазят, чтобы поиграть, чтобы их пустили. Так я давно не был в школе, я не знал об этом. Ну вот так вот. А если вот еще отремонтированный зал, так там просто там начинаются какие-то интриги, выживания. Там вообще Так это учитывая то, что вы говорите, что у нас достаточно маленький процент занимается регулярно, Да. даже на этот маленький процент не хватает. Да, но Мгм. в регионах ситуация противоположная. Мгм. Вот в школе отучились, провели уроки физкультуры, школа закончилась в 3 часа, и залы просто закрываются, и там никто не Их тренируется. нельзя закрывать. Они стоят Ну, пустые. проблема, наприклад, нет тренеров. в регіонах ще в тому, що діти закінчили школи, і їх забирає автобус і розвозить по селам. Мгм. Якщо вони залишаться на якісь заняття, то їх ввечері ніхто не забере. То просто 2 рази треба, щоб автобус курсував, шкільний, він Ну, это зранку ты говоришь привіз. про сельскую местность. Так. Да. Але ну, там Мгм. опорні школи, де зараз будують зали, де там більш-менш Мгм. нормальні школи, де має така бути можливість, щоб було кілька тренерів гарних, які можна туди привезти, щоб вони займалися з дітьми. Тобто це треба для дітей ще умови створити, щоб вони дійсно безпечно могли там залишитися і ввечері їх би так само розвезли, Мгм. як і після школи. Ну, це має бути програма така. Це, Ну, і кожне стратегія ОТГ, кожне должна місто бути, має вона- самостійно це В вирішувати. любом случае, все равно все со школы начинается. Ну, наверное. школа дает Да. этот толчок. Да. Школа дает эти соревновательные, как бы она дает вот как это закладывает в тебя знания, также она закладывает в тебя привычки, правильные привычки. Ну і школа це майже 100% дітей Да. проходять конечно. через школу. Нет, я вот, знаешь, я думаю, вот люди думают так, вот в этой школе английский, вот тут вот французский, а здесь иврит, а здесь там и испанский, а здесь математика. А почему люди не думают, а какая вообще-то самое главное, чтобы в моей школе, чтобы мой ребенок не куда-то там бегал, а чтобы вот он после школы остался, и у него все там есть. Я просто помню, мы самоорганизовывались в советской этой школе, мы приходили до уроков в 6 утра, чтобы проиграть в баскет Да, есть. перед занятием, потому что потом нельзя было уже. Да. Так и есть. Ну и опять-таки тут еще ж надо не забывать, в каком веке мы живем. Мы живем уже в 21 веке. И уже, мягко говоря, когда дети все сидят в телефонах и в каких-то гаджетах, они в какой-то холодный зал там или ободранный зал, у них особо Мгм. желания уже заходить нету. Ну Так да, что это мы были такие голодранцы, которым там Ну, просто дай кольцо У и нас все. не было выбора Ну і спорт з просто. ким конкурує там? Шопінг-центрами, з кінотеатрами. Ну куди ти підеш в Я суботу, никогда об этом не ввечері? задумывался. То есть это должно быть тоже Відпочити. красиво, тоже комфортно. Конечно, обязательно. Но посмотри, что в Америке вот такие залы Мгм. классные. Потому что они понимают, что это сервис, что ребенок должен получить все, что он должен после тренировки пойти помыться нормально, Мгм. переодеться нормально. Здесь что- мороженое. Там. Ну, мороженое А это батьки уже десь такое, ну, посидіти, поки дитина займається Да. спортом, Мгм. ти там 1,5 години, ти можеш сісти попити каву, але або ти будеш ходити під школою Да. під дощем, і тебе ж зараз карантин не пускають в школу, тому що Да. карантин, а почекати треба. І ти, ну, от я, наприклад, Мгм. я 1,5 години там десь або в машині сиджу, або там, бо не пускають. Слушай, ну тогда на самом деле я это видел. Вот, например, в Солт-Лейк-Сити муниципальный огромный зал, где есть все.
И в том числе какие-то там и кафе есть такие, Да. какие-то... То есть, по идее, в каждом киевском районе, микрорайоне, да, местная муниципальная власть должен такой центр быть У большой. нас в идеале Ну. 10 районов, Да. 10 должно быть муниципальных Вот, центров. больших таких, Да. серьезно. Конечно. Это должен быть центр, культурный центр района. Мгм. Не только культурный, там должна быть библиотека, кафешка, зал, бассейн. Мгм. То есть родители пришли, отдал ребенка там на плавание, на баскетбол, на футбол, на что, ты себе сел, почитал, может быть, даже поработал на компьютере. То есть ты не просто сидишь, ждешь там своего ребенка, даже можешь поработать. То есть это А очень почему у нас важно. это не делается? А я думаю, мы к этому еще не созрели. Вот мы, вот я же говорю, вот моя миссия, это то, что я должен, на меня, знаешь, смотрят иногда, как на сумасшедшего. Типа, это ты там пересмотрел в своей Так на Америке. всех нормальных людей смотрят, не переживай. Я серьезно тебе говорю, это, вот были такие реплики, что вот я когда говорю, давайте так делать. Понасмотрелись в ваших Америках, мы тут лучше знаем. 100% они Мгм. говорят, да ты там в этой Америке, приехал с Америки, теперь тут нам насаживаешь их идеи. Понимаешь? Ну, даже до такого доходит. У нас все у нас так не можна. У нас так не можна. У всьому світі можна, а у нас не можна, Я виявляється. тебе, знаешь, я тебе хочу рассказать, вот, как мы вот этот вот прекрасный стадион строили, Мгм. что вот мы, вот, Ну, до цього 2 роки не було стадіону. Його просто розвалили. он стоял разваленный, там деревья начали, вот эти тополя начали расти Посреди прямо поля. посреди поля. Мгм. Мы пришли, собрались юристы, собрались там люди из фонда, ну, все респектабельные люди. Пришел, люди с района и говорят, тут по закону нельзя, это вы не сделаете, Мгм. тут вы конкурс не выиграете, тут это, говорю, так, стоп. Говорю, вы вообще понимаете, что вы делаете? Здесь есть люди, которые частный капитал, которые готов вложить свои деньги, инвестировать в детей, построить, чтобы потом занимались дети на этом поле. А местная власть говорит, так, вот здесь вы не сможете, тут не сможете, здесь мы вам помешаем, ну, подразумевается. Ну и вот такая вот ситуация. Ну, в итоге нашли взаимопонимание, сейчас там как бы все окей, но вот стартовая позиция была вот так. Взяток Вот. не давали? Не давали, принципиально. Ну, в іншому, в одному з районів не домовились, не вийшло. Да, в одном реализовать районе это. не удалось договориться. Вот именно, это же надо быть желание, чтобы, знаешь, ты приходишь, у тебя с чистыми намерениями, ты хочешь что-то сделать хорошее, а тебе говорят, а тут нельзя, тут закон, так, тут закрыто, а лучше идите дальше. И причем говорят это с таким каким-то садистским удовольствием, что ли. Ну, типа, а вы да. такие, знаешь, еще так потирают, Мгм. а вы такие молодые, вы же не понимаете, как это работает. Ну, вы же Точно. понимаете. Ну, где ж, да. Сколько же уже мы таких пережили? Ну, тут такого вот плана. Но мне особенно понравилось про Америку. Что вы нас учите этим американским вашим шишкам. Да. Это страна, где спорт культ абсолютно везде, начиная там Да. с школы. Ну, где бы ты видел на Венес-Бич, там шикарнейшее, если ты был в Лос-Анджелесе, Не было. на Венес-Бич шикарнейшее, там баскетбольное поле, какие-то турники, там и постоянно там какие-то площадочки. И это вот так вот океан видно. У нас бы там уже высоток настроили, сказали, идите вон туда вот где-то тренируйте. Вот тебе приоритеты, я же тебе говорю. Тут надо правильно проставить приоритеты. Люди должны понимать, что если ты занимаешься спортом, ты здоровый, ты меньше болеешь, у тебя психических заболеваний никаких нету, стресса у тебя меньше. Вот, а для этого что надо? Для этого надо какие-то минимальные условия, чтобы там заниматься. Для этого нужно, чтобы спортом и вообще всем руководили не временщики. Ну, смотри, опять-таки, в нашей стране еще такой есть вот миф, я называю это мифами, что вот спорт, у нас там в экономике беда, там в учебе беда. А вы тут в еще своим медицине. спортом, А да. тут еще спорт, спорт как-то подождет. Мгм. Вот как-то у нас вот такое вот еще отношение. Я называю миф, это один вот из таких вот мифов. Вообще-то, вот все говорят, там, Америка сильная страна, так она с чего сильная-то? Там спорт этот был еще в позапрошлом веке. Развит так, как, может быть, у нас сейчас не развит. Нет, так наш самое классное, есть же фотографии, Мгм. когда Вторая мировая война Мгм. идет, авианосец, и когда вот в доке, где самолеты, которые поднимаются Мгм. самолеты, люди поставили кольца, играют в баскетбол, а все вокруг смотрят.
То есть уже тогда люди понимали, что надо занимать команду, чтобы она была психически и физически здоровой. И вот играли, задавали вот эти вот это. Это еще оттуда культивируется. Какая, вот на твой взгляд, Лена, идеальная Украина через 10 лет в плане спорта? Потому что я только женщинам доверяю в итоге. Извини. Ну, по-перше, хочеться, щоб все-таки українці розуміли, що спорт їм потрібен. В тому, саме для себе. Не для когось, не для медалі, як у нас, наприклад, прийнято, що ти займаєшся спортом заради там, Да, еще отримати с якусь... совка принято это Так. все, да. Ти для себе займаєшся, це твій такий варіант соціалізації, ти там знаходиш нових друзів, ти підростаєш, ти десь працюєш, але там додатково ти ще й знаходиш якісь партнерів. Тобто спорт – це скрізь життя. Для кожного українця це, от, мені здається, це така мета номер один, щоб з самого дитинства до там, 90, не знаю, до скільки можна дожити, щоб ти ще навіть 90 міг ти займатися і хотів чимось Я видел займатися. китайцев и вьетнамцев, которые там где-то под 100, наверное, они занимаются спортом на улицах просто. Да? Да. Вот и вообще спорт нельзя... Спасибо, что пришли и показали, рассказали, что спорт нельзя делить ни от чего, ни от школы, ни от армии, на самом деле, ни от полиции, ни от чего, ни от района. Когда до всех это дойдет, и вот я даже сейчас, да, мне не 25 лет и даже не 35, но я ищу, где поиграть в баскет. Вот реально, я ищу. Ну, так Потому есть. что у меня запрос такой вот есть на общение с людьми. Мы же там не профессионалы какие-то, да, не Медведенки там все, вот, которые попадают через из 10 раз там 9, да, но стремимся. Спасибо, что пришли. Спасибо за С нами были приглашение. замечательные люди, абсолютно энтузиасты своего дела. Если что, выходите на связь с громадской организацией «Юспорт» и с этими людьми, которые точно не про то, чтобы что-нибудь там сделать, схитрить и так далее. Они про то, чему они жизнь свою посвятили. Вот, и я таких людей очень уважаю и люблю. Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы нас смотрите и помогаете каналу АТР. Мы говорим про разные вещи, в том числе и про спорт, но это тоже важно, чтобы наша страна, она все равно будет единой, и в этом нет вариантов, чтобы она соответствовала лучшим мировым стандартам во всем. Чтобы мы были не только свободны, но и здоровы и счастливы. Спасибо большое, что смотрите, помогаете, и до новых встреч.